Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Малая Родина – сила России. Это уникальная площадка, где участники обмениваются мнениями по актуальным вызовам, находят партнеров и знакомятся с успешными практиками управления для устойчивого развития территории. В Грозном стартовал второй Всероссийский муниципальный форум. О программе масштабного мероприятия в нашем выпуске. Достоинство месяца Шаабан. Муфтий республики прочитал проповедь о значимости благословенного месяца очищения и одухотворения. Их день – наша помощь. Социальный фонд «Даймох» провел акцию, приуроченную ко Дню детей, больных онкологическими заболеваниями. Всероссийский форум «Малая Родина. Сила России» – это ежегодное событие, посвященное продвижению муниципальных образований Российской Федерации. Площадкой для проведения регионального дня «Комфортное жилье» в рамках форума выбрана столица Чеченской Республики Грозный. Здесь собрались официальные лица со всех регионов страны для обсуждения ключевых вопросов и разработки стратегических направлений развития. Об основной деловой части программы расскажут наши корреспонденты. С исполнения гимнов страны и республики стартовала работа регионального дня Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» по направлению «Комфортное жилье». Приветственный адрес от имени главы Рамзана Кадырова зачитал председатель регионального правительства. Дорогие гости и участники форума, я рад приветствовать вас в городе воинской славы Грозном. Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина. Сила России» уже одним своим названием обозначает государственные приоритеты, направленные на развитие местного самоуправления в России. Инициатива президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина способствует укреплению фундамента истоков державы, с которой и начинается наша Родина. Для Чеченской Республики тема сегодняшнего форума «Комфортное жилье» является одной из самых актуальных. Послевоенное возрождение региона, когда практически все населенные пункты пришлось восстанавливать с нуля, позволило нам реализовать проекты с созданием безопасной и благоприятной для горожан и сельчан среды проживания. В рамках госпрограммы формирования современной городской среды на территории Чеченской Республики в период с 2017 года по 2024 год благоустроено 689 общественных пространств. В общей сложности это более 3 миллионов квадратных метров благоустроенного пространства. В текущем году запланировано благоустройство 34 общественных пространств и реализация 6 проектов победителей этого конкурса. 2025 год объявлен годом города Грозного и района имени президента России Владимира Владимировича Путина. Новый район – это масштабный проект, который включает в себя 150 многоквартирных домов со всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания. Дорогие друзья, Чеченская Республика открыта для диалога и обмена опытом. Желаю всем участникам форума благотворной работы. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Форум в Чеченской Республике проводится неспроста. Только за прошлый год сдано 2 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. Слова приветствия полномочного представителя президента ВСКФО Юрия Чайки передал его заместитель Владимир Надыкта. Отрадно, что именно Грозный, один из самых красивейших, процветающих и комфортных для жизни городов России, выбран для проведения столь масштабного мероприятия, темой которого стало комфортное жилье. Сегодня в ходе пленарных заседаний, стратегических сессий, круглых столов и экспертных дискуссий представители органов власти и местного самоуправления
обсудят ключевые вопросы жилищного строительства и развития инфраструктуры в современных условиях. Их качественное решение в числе приоритетов государства, так как они напрямую определяют уровень благополучия наших граждан. Уверен, что такой заинтересованный и профессиональный диалог поможет в выполнении всех задач, поставленных перед нами президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Евгений Грачев, заместитель начальника управления президента по внутренней политике, в своем выступлении отметил высокий уровень взаимодействия между региональной и муниципальной властью в республике. Позвольте мне от лица первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Владимировича Кириенко и от себя лично поприветствовать вас всех. Я позволю себе от всех гостей сегодняшнего мероприятия поблагодарить главу Республики Чечня, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за теплый прием, поблагодарить всю команду, которая работала над организацией форума. Панельные сессии, мастерская лучших практик и круглые столы. Широкий спектр вопросов обсуждаются в самых разнообразных форматах. Пленарное заседание проходит под эгидой «Муниципальная, жилищная и инфраструктурная политика в современных реалиях». Сегодня сколько здесь было мэров, все отметили. Город Грозный ночью и днем безопасный, светлый. Из любой точки можно добраться. Когда говорим о том, почему Чеченская Республика является примером, новые регионы отстраиваются заново, меняется инфраструктура, новое жилье, качество жилья. И Грозный как раз пример тому, как строятся улицы, где появляются парки, где освещение, где остановки. Потому что город, у него нет мелочей и нет, все важно для людей. Простой человек, который не облечен властью, он в своем городе должен себя чувствовать комфортно, красиво и безопасно. Грозному есть что показать. Грандиозный проект «Новый район имени Владимира Путина» впечатляет даже на уровне страны. Возводится 150 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 100 тысяч человек. Гости форума в первую очередь могут увидеть новый район, который создан по инициативе главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Также могут увидеть в Исаитовском районе, если взять за последние годы, которые построены дома для улучшения жилищных условий, которые лишились своего жилья. Это региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ежегодно сотнями строят дома, они могут их увидеть. Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», который реализуется с этого года, направлен на то, чтобы обеспечить граждан жильем не менее 33 квадратных метров на человека и обновить жилищный фонд на 20%. Это уникальная площадка, где участники обмениваются мнениями по актуальным вызовам, находят партнеров и знакомятся с успешными практиками управления для устойчивого развития территории. По итогам регионального этапа будут выработаны ряд предложений по наиболее перспективным управленческим решениям, которые представят в рамках Всероссийского форума в Москве в апреле. Форум стал открытой площадкой и для обсуждения ключевых проблем развития регионов. В дискуссиях приняли участие ведущие эксперты различных отраслей со всех субъектов России, которые сосредоточили внимание на основном направлении – комфортное жилье. Мастерская муниципальных практик по формированию комфортной жилой застройки от ВАРМСУ. Это пленарное заседание стало важным мероприятием для обмена опытом в сфере обеспечения жителей комфортным жильем. Нас очень много, мы разные, от маленького аула до города-миллионника, но объединяет нас одно – служение. В числе спикеров – главы муниципальных районов и округов России. Собравшиеся рассмотрели насущные вопросы комплексного развития территории, обсудили расселение и снос аварийного жилья, внедрение современных технологий в сферу ЖКХ, например, улучшение дистанционной оплаты коммунальных услуг. Мы должны стремиться к тому, чтобы все удачные практики становились доступными для других муниципалитетов. Как было подчеркнуто президентом на форуме «Малая Родина. Сила России» в прошлом году, создание таких условий для масштабирования лучших решений – это одна из ключевых задач на сегодняшний день. Муниципальные практики – это не просто набор инструментов, а целая система, которая объединяет различные возможности для обмена лучшими решениями. Цель – сделать жизнь в муниципалитетах лучше. Присутствующие переняли для себя множество полезных практик. Все эти муниципальные практики это очень помогают в работе. Даже те практики, которые у нас в регионе реализуются, также очень надеюсь, что им помогли, то есть информирование населения, внедрение каких-то цифровых сервисов и технологий, которые в дальнейшем упрощают
какую-то часть. Следующее пленарное заседание «Уроки региона» в качестве яркого примера успешного развития и возрождения была представлена Чеченская Республика. Участники обсудили впечатляющие темпы восстановления инфраструктуры, социально-экономическое преобразование и достижения в различных сферах. Особый акцент был сделан на строящемся районе имени Владимира Путина. Весь район будет связан зеленым пешеходным каркасом, и в каждом доме в первых 2 этажах будет размещаться коммерческая функция, которая обеспечит потребность 15-минутного города для каждого жителя. То есть человек, не выходя из квартала, может обеспечить все свои потребности, которые ему нужны. Помимо этого, это, естественно, социальные объекты, школы, культурные объекты, спортивные объекты. Присутствующие из различных регионов России внимательно изучили опыт Чеченской Республики и отметили для себя подходы к решению актуальных проблем. Очень понравился ваш город, действительно очень красиво. А сегодня я вот сейчас попала на практику, как строится у вас жилье, комфортное для жителей, действительно современное жилье. Поэтому восхищена. И завтра прямо в программе у нас есть. Мы поедем туда посмотреть то, что сегодня мы услышали от модераторов. Спасибо, конечно, за такое мероприятие. Я очень рада, что попала на этот форум. Такие встречи подчеркнули важность местного самоуправления для развития страны и укрепили связь между регионами. Беседа продолжилась обсуждением текущих успехов, в том числе нашего региона, в жилищном направлении. Спикеры отмечают большую проделанную работу по скоростному введению качественных многоквартирных домов с предоставлением всевозможных льгот для разных категорий граждан. Участники регионального дня Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» по направлению «Комфортное жилье» в своих выступлениях отмечают те задачи, которые необходимо выполнить в первую очередь. Это снижение цены на недвижимость, рост которой не позволяет части населения обзавестись своим собственным. В пример они приводят Чеченскую Республику, которая и строит, а также предоставляет квартиры и дома остро нуждающимся. Все лучшие муниципальные практики взаимодействия республики, регионального правительства, муниципалитетов во главе с Рамзаном Ахматовичем показывают максимальную эффективность и с точки зрения работы с населением, и с точки зрения работы по программам, по национальным проектам, и с точки зрения освоения федерального бюджета, регионального бюджета, и даже с точки зрения того, что все те объекты, которые строятся наивысшего качества за очень короткие сроки. В связи с непростой ситуацией с зарубежными компаниями, которые облегчали решение по строительству, необходимо искать всевозможные пути импортозамещения. Но, по словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Муслима Зайпулаева, нашему субъекту эта проблема никак не угрожает. Конечно, страна у нас большая, и поэтому мы можем говорить о том, что более 95% уже мы абсолютно независимы от других каких-либо стран. В основном, конечно, зависимость касается поставки оборудования. Здесь, в этом направлении, мы тесно сотрудничаем с дружественными странами, в том числе с Китаем. И у нас принципиальных проблем в связи с санкциями и импортозамещением на территории как в России в целом, так в частности Чеченской Республики на сегодняшний день уже нет. Кроме того, здесь была обсуждена государственная поддержка развития инфраструктуры и жилищного строительства, а также перспектива развития рынка вторичной недвижимости и индивидуального жилищного фонда. Сегодня муниципальные органы должны быть заинтересованы в том, чтобы искать эффективный способ привлечения средств для возведения жилья, а не только полагаться на федеральный центр. После каждой такой встречи будет 16, а теперь вот мы с Евгением Николаевичем разговаривали, мы посмотрим там меньше, больше площадок по смыслу, где перед нами будет министр, зампредседатель правительства, курирующий это направление, и где мы с ними отработаем те темы, которые мы хотим, чтобы легли в основу поручений нашего президента. Потому что, как бы нам ни хотелось, есть вопросы, которые можно после диалога решить. Финализируя, могу сказать только одно. Я благодарю Рамзана Ахматовича Кадырова, его команду, я благодарю нашего молодого, амбициозного мэра города Грозного, города, который строится, в котором сегодня так вкусно, так ярко и так, с такой гордостью нам были представлены стройки, коллеги наши видели, еще увидят. И я благодарю Всевышнего за то, что есть возможность в нашей стране, несмотря на всю сложность, эту повестку обсуждать. Стоит отметить, что роль Грозного в улучшении жилищного фонда действительно огромна. Это доказывает возводимый район имени Владимира Путина, а также жилые дома в других городах республики. По завершению встречи делегаты увидели огненное шоу.
Таким ярким представлением форум и завершился. Его главная цель – сделать жизнь граждан качественной и улучшенной. И судя по текущим результатам, наш регион справляется с этим прекрасно. Турпы Лолита Исумов, Рамзан Абуев, Медина Мударова, Хусейн Мурдаханов, Моусар Хаджиев и Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. На Курском направлении разведывательная группа отряда «Хохла» легендарного спецназа «Ахмат» успешно выявила замаскированную позицию вражеских операторов БПЛА. Бойцы оперативно нанесли высокоточные удары дронами, ликвидировав противника до изменения его диспозиции. Это очередной пример профессионализма и боевого мастерства наших солдат, отметил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, подчеркнув эффективность и готовность воинов к выполнению поставленных задач. Молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат» совместно с Министерством Чеченской Республики по делам молодежи организовало встречу муфтия республики со школьниками. Сала Хаджи Межиев прочитал проповедь на тему «Священный месяц Шаабан». Целью мероприятия является развитие духовно-нравственного воспитания молодежи и усовершенствование знаний по религии. Подробнее в материале Валентины Гусевской. Как правильно делать намерение, когда следует опираться на другой масхаб? На эти и другие религиозные вопросы ответил муфтий Чеченской Республики Сала Хаджи Межиев. Он провел проповедь на тему «Значимость благословенного месяца Шаабан в исламе» для старшеклассников школы номер 60 в Грозном. Сундера езхан лош волсак ваман юазим шаир Аллах фаинна мин таквал кулуб Куран шадал бог дал даздин дол штолом дазда швек мил валах дал сидин дол штол чуман сида швек мил валах адам дала башхаят зам яла метик яла дал езин йол хан дал езин йол метик дал вазвин вол шволстак дал даздин дол мило дол штол хумаа отсун лерем баш и дазда шволстак. Проповедь проводилась совместно с молодежным общественно-патриотическим движением «Ахмат». Интересующие вопросы для муфтия региона подготовили заранее. С наступлением священного периода для мусульман внимание религии уделяется еще больше. Проповедь об основах ислама для школьников только укрепила их веру. Изучать свою религию, ислам, для меня это очень важно. И я горжусь, что наша школа достойна таких гостей. Религия всегда у человека должна быть на первом месте, я так считаю. Все у нас связано с религией ислам. И мы будем идти по дороге ислам, иншаллах, следовать религии своей. Ислам призывает всех к распространению добра и проявлению сострадания по отношению к людям. Жители Чеченской Республики в юном возрасте уже понимают основы религии и постоянно совершенствуют знания. Духовно-нравственное воспитание молодежи – приоритетное направление руководства региона. Именно в школьном возрасте формируется понимание этого мира и религии. Важно, чтобы старшие направляли молодое поколение на правильный путь, помогая осознавать им ценности и моральные ориентиры. Шаабан – 8-й месяц в исламском лунном календаре, который предшествует священному месяцу Рамадан и имеет важное значение для верующих. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В школах Грозного прошли занятия, разговоры о важном на тему «Арктика. Территория развития». Учащиеся разных возрастов познакомились с историей и значением Арктики для России, а также современными научными открытиями. Мероприятие посетили почетные гости, включая ученых из ЧГУ и известных педагогов республики. Формат живого диалога позволил ученикам задавать вопросы и обсуждать перспективы освоения Арктики, подчеркивая важность образовательных инициатив для будущего страны. К Международному дню детей, больных раком, социальный фонд «Даймох» провел очередную масштабную акцию в ресторане «Шоуда». Основная цель проведения мероприятия – оказание внимания детям и привлечение общественности к проблемам детской онкологии. Как прошла праздничная акция, расскажет Мадина Нуцалчева.
Социальный фонд «Даймох» ежегодно организовывает для детей с онкологическими заболеваниями нашего региона благотворительные акции. «Мы рядом» – такое название носит мероприятие, приуроченное к Международному дню детей, больных раком и ставшее уже своего рода традицией. تكون ويش لو شو ما يعني وصل ديش هرزال يج سويم صدق هالمربيات جداي عهود يا شو أعمل عجز إله الفونديو الله هذا الله دكان زبيخ بويله وي حاول ومخك داسة غير شيء مش شيء تونغ شيء حاجة بوش دائما دوش دوية ويعرش وتيرة تحدد إخناتات سموني تيرة الشيش بوتي خايتر دخوة دحوش دق وين قالوا إيش دقودو هوق حميالي وينشنا الله هذا مارشال دول تونغ شمال وشن خاتينا وشنا دا صوبر ليلة وخدي أشمال وشن دا دي كان زبيخم بول. В этот день отмечают мужество и стойкость детей, которые борются со страшным недугом. Детская онкология напоминает нам, как хрупка их жизнь и какой это подвиг бороться с болезнью, будучи ребенком. Основная цель события – моральная и социокультурная поддержка детей и их родителей, так как вместе они проходят тяжелый путь. Фонд «Даймох» организовать мероприятия, хазнейна, дуагецерна, дуагхастерна, тагнкар, дештек дохумду, вайвершина, да, маршалду. Ишт внимание, шкинча, лазар хума, так ахтхульцу бера, пархату хульцу бера, масана дерес алударс. В мероприятии приняли участие более 200 детей с онкологическими заболеваниями. Помимо ресторанного обеда, для поднятия их настроения были приглашены художники, гримеры, аниматоры и актеры театра юного зрителя, которые показали малышам постановку на чеченском языке «Волк и олень». Маленьким участникам акции также было предложено написать на бумажных сердечках свои самые заветные желания и мечты и повесить их на дерево. Хадижа, сегодня все дети загадывали желания, да? И какое желание загадала ты? Я загадала, чтобы из взрослых и детей никто не болел. Мне очень сильно нравятся такие мероприятия, особенно такие. Особенно что тебе понравилось? Рестораны нравятся. Для собравшихся также прозвучали и знаменитые нашиды. В завершении встречи детям и их родителям вручили памятные подарки. Мадина Нусалчиева, Марина Бестаева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Блиц-турнир по шахматам среди детей прошел в стенах столичной республиканской детской библиотеки Чеченской Республики имени Сергея Михалкова. Соревнование проходило по швейцарской системе, по правилам которой выигрывает тот, кто набрал по итогам 9 туров наибольшее количество очков в личном зачете. Победителям-призерам вручили медали и дипломы. В турнире много новичков. Ну, естественно, тут неизбежно будут поражения, но поражение – это, как говорил Капабланка, это самая отрезвляющая вещь для шахматиста. И, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, и опыт – сын ошибок трудных. Я думаю, они быстро сделают выводы, надо проанализировать все свои ошибки, чтобы подготовиться лучше к следующему турниру. В математической школе номер 1 Грозного торжественно встретили Ахмада Бемиева, педагога дополнительного образования, который успешно выступил на международном шахматном турнире в Египте. Он занял первое место в Блиц-турнире и третье место в классическом, продемонстрировав высокий уровень среди 148 участников. Его достижения принесли 40 рейтинговых очков и укрепили его позиции на международной арене. Школа и вся республика гордится успехами Бемиева, что подтверждает воспитание талантливых личностей, готова представлять регион на мировом уровне. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.